Министерство по курортам и туризму Абхазии работает в плановом режиме, отметил руководитель ведомства Автандил Гарцки на совещании по подготовке к курортному сезону 2019 года. В этом году 6 фильмов об Абхазии снимет один из российских телеканалов. Цель проекта – популяризация Абхазии и формирование ее положительного имиджа, сообщил министр. Кроме того, с одним из крупных туроператоров России заключен договор, в рамках которого будут реализовываться путевки на курорты Абхазии. Для противодействия мошенникам, которые продают липовые путевки в нашу страну, запущена горячая линия, куда могут обратиться туристы и получить подробную информацию по интересующим их вопросам. Как отметил Автандил Гарцки, сейчас завершается аттестация экскурсоводов, и это также позволит улучшить качество предоставляемых услуг. Опыт показал, что к курортному сезону надо готовиться заранее и сообща. За каждым министерством и ведомством закреплены конкретные мероприятия, которые должны быть проведены в определенные сроки, подчеркнул министр. Степень нашего гостеприимства зависит от того, насколько турист в нашей стране будет чувствовать себя комфортно. Вы знаете, к нам едут туристы семьями с детьми, отдельными группами, индивидуально. Все они должны чувствовать заботу от наших профильных министерств. От степени санитарного состояния наших пляжей, парков, туристических объектов, насколько хорошо мы кормим туристов на объектах общественного питания, зависит настроение туристов и то, с каким впечатлением уедут домой. Мы с вами уже готовимся к 5-му сезону, и каждый из нас знает, что делать. В этой работе главное место занимает взаимодействие. Министр внутренних дел Гарри Аршба также доложил о работе, которую проводит ведомство перед началом курортного сезона. В частности, он отметил, что разработан план организационных, оперативных и профилактических мероприятий, направленных на усиление борьбы с преступностью в курортных районах страны. Также определены планы дислокации сил и средств, график дежурств личного состава, маршруты патрулирования. С 1 мая весь личный состав МВД уже переведен на усиленный режим несения службы. Сотрудники милиции, находящиеся в очередных трудовых отпусках на указанный период, отзываются из отпусков. Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. С каждым годом в Абхазии наблюдается повышение автотуристов, поэтому наша первостепенная задача – обеспечить безопасное и комфортное передвижение гостей по нашим дорогам. В этих целях рассмотрены ряд конкретных мер. Помимо уже действующих на республиканской трассе ПСО-Ингур комплексов автофиксации нарушений правил дорожного движения, обеспечить поэтапное оснащение стационарных постов ДПС ГАИ ПСО, Мусера, Бамбора и Шера-Кодор комплексами сбора и обработки данных о нарушении правил дорожного движения, увеличить группировку камер фиксации нарушений правил дорожного движения на 15 единиц. Президент Рауль Хаджимба отметил неудовлетворительное исполнение государственной автоинспекции устных указаний не останавливать без нарушения автомобилей с иностранными номерными знаками. Рауль Хаджимба подчеркнул необходимость издания письменных требований. Говоря об организации медицинского обеспечения в летний курортный период, министр здравоохранения Томас Сахнакия сообщил, что основной поток туристов приходится на Гагарский район, и больше всего пациентов с различными жалобами обращаются в Гагарскую ЦРБ. Поэтому Минздрав усиливает службу неотложной помощи в самой больнице. В пик сезона количество обращений в сутки до 150. Это с различными заболеваниями, травмами, отравлениями и так далее, и так далее. Но для этого мы усиливаем службу неотложной помощи в самой больнице, осуществляем бесперебойное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, как это было и в прошлом, и в другие годы, за счет средств республиканского бюджета. И фельдшерские врачебные бригады, поскольку количество вызовов также увеличивается за сутки до 50-60 по разным причинам. Кроме того, мы в рамках нашего бюджета обеспечили ЦРБ санитарным транспортом, оснастили его необходимым оборудованием, что позволяет осуществлять в том числе и дальние выезды. Кроме центральной районной больницы, это еще Пицунская больница и Цандрипская поликлиника.
Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик рассказала, что отсутствие лицензирования на объектах туристической сферы затрудняет работу государственной санитарно-эпидемиологической службы, так как объекты введены в эксплуатацию без их участия. И устранить нарушения, допущенные на стадии проектирования, уже невозможно. В этом вопросе пора навести порядок и ужесточить контроль над объектами, которые строятся без соответствующих документов, отметил президент. Построили объект, а потом только начинаем думать, где находятся все остальные причитающиеся к этому объекту структуры, даже те же виды платежей, которые должны производиться с момента начала работ, мы их не видим. Вы посмотрите по многим этим объектам. Стройки идут, поднимаются 5-й, 7-й этаж, называя их гостевыми домами. Работают люди, никаких подоходных налогов, ничего нет. Я уже не говорю о других видах налогов. А это происходит у вас на территории, господа. И что касается того же санитарного состояния, мы начинаем, понимаете, активно включаться в эти процессы, потому что летом жарко. У нас, мы так это не очень громко говорим, вопросы, связанные с темой инфекционных заболеваний. Хотите вы этого или нет, они присутствуют. Вопросы обеспечения наших инфекционных больниц, создание условий для того, чтобы принимаемые туда люди летний период были обеспеченными лекарственными препаратами, вопросы надлежащей работы самих медиков в этих структурах. Все это должно быть на жестком контроле у вас. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия сообщил о трудностях сбора налогов в туристическом бизнесе. Самое низкое налогообложение в сфере экскурсионного обслуживания, отметил министр. Причина этому – недобросовестная конкуренция. Одна из причин этой недобросовестной конкуренции – это вопрос использования автотранспорта и посещения объектов общественного питания и торговли. Наличие теневых взаимосвязанных оборотов между этими объектами. И поэтому кто-то может себе позволить по цене себестоимости осуществлять экскурсионное обслуживание. Но помимо этого, у нас неоднократно проводились совместные проверки с Министерством по курортам и туризму в прошлом году. Мы установили тот факт, что часто не выполняются условия проведения экскурсий, наличие экскурсионной путевки как обязательное условие. Из 80 экскурсионных фирм, получивших лицензию, легально могли бы работать только 40. На совещании также выступили главы администрации городов Гагра, Пицунда и Новый Афон, которые рассказали о том, насколько главные курорты Абхазии готовы к встрече туристов. Феликс Даути отметил, что Новый Афон готов к туристическому сезону. Что касается Гагры и Пицунды, то здесь есть некоторые проблемы. В основном они связаны с состоянием дорог, вопросами водоснабжения и санитарного состояния. Итоги совещания подвел президент. В частности, дал указания соответствующим структурам осуществить ямочный ремонт дорожного полотна в Пицунде. Глава государства также подчеркнул необходимость более строгого контроля за ввозимыми через государственную границу продуктами питания. Министерству внутренних дел поручено усилить работу по пресечению фактов незаконного использования животных в туристическом бизнесе. Государственному управлению по транспорту и Министерству по налогам и сборам поручено строго отслеживать ситуацию с использованием лицензий на перевозку пассажиров и грузов через абхазско-российскую границу. Говорить о том, что у нас в этой сфере все плохо, наверное, неправильно. Не то, что не наверное, а неправильно. Многое, что сделано, хочется, чтобы было больше, но не все зависит иногда и от нас. Есть определенные факторы, которые влияют и на нашу ситуацию внутри страны. Что касается работы той же ГАИ, это не только россиян. Не имеете вы права останавливать машины, если он едет в соответствии с правилами, которые существуют у нас в республике. На каком основании должны останавливать этих людей? Тем более, я еще раз говорю, гостей, которые едут по нашим трассам, не нарушают. Теперь, что касается границ. Ну, вы говорите о том, что у нас на границе все идеально, все хорошо. У нас на границе не все идеально, ребята. У нас на границе, начиная от внешнего вида и взаимоотношений, которые возникают между теми, кто приезжают, и нашими людьми, которые, это не только пограничников касается, это касается всех. Всех структур, которые находятся на границе. Мы зачастую не умеем разговаривать. Мы нормально «здравствуй» сказать, «добро пожаловать» сказать не можем. Что касается тех же
грузов, которые перевозим мы в этот период, и не только в этот период. Я просил бы и таможенное руководство, и всех тех, кто имеет отношение к этим процессам, осуществлять соответствующий контроль за ввозимыми, особенно продуктами. Потом не будет того, о чем говорили здесь представители госстандарта и санэпидстанции. Не будет таких тонн баранины, таких тонн рыбы, которыми травят и наших людей, и отдыхающих. Надеюсь, что сезон будет у нас получше. Здесь было отмечено, в прошлом году был чемпионат мира, но при всем при этом удалось выйти из труднейшего тогда положения. Успехов вам всем! В завершении совещания президент отметил, что в республике с каждым годом расширяется ареал туристической активности. Задействуется все больше городов и районов. Туристическая сфера приносит большие средства в бюджет, и поэтому необходимо поэтапно улучшить эту сферу. Аля Катрапш, Алексей Гухава, Ильдар Дамиров. Абхазское телевидение.